Для гостей Навруза праздник начался задолго до открытия главной сцены. На площади выросли юрты и домики национальных общин. От непогоды их хозяев спасали танцы. Женщина в азербайджанском танце всегда олицетворяет лебедя, а мужчина – орла, рассказывают его исполнителям. Для праздника они приготовили не только хорошее настроение, но и угощение. Это шекер-бура. Готовится в основном на праздник Навруз. Ингредиенты тут тесто, сахар, специальная приправа есть в Азербайджане. Потом еще грецкий орех, миндаль. К национальным блюдам выстраивались очереди. Интересно попробовать необычные кушанья, признавались казанцы. Больше всего гурманов желали отведать главный атрибут Навруза – плов. Заготовили к празднику и несколько килограммов дров. Как говорят повара, это один из самых главных ингредиентов настоящего плова. Ведь от того, сколь сильным будет огонь, зависит его вкус. Рассказывают, что этот праздник зародился больше 3000 лет назад в Иране и очень быстро распространился по Азии, Кавказу, Поволжью. То, что вы здесь видите, это ручная работа кыргызского народа. Кыргызский народ – кочевой народ, они испокон веков кочевали и в основном занимались животноводством. И поэтому там был натуральный шерсть, очень известно и популярно пользуется народными мастерами. По подсчетам организаторов, праздник собрал несколько тысяч гостей. Столь массово отмечать Навруз в Казани перестали после революции и вновь возобновили этот обычай только 3 года назад. Для публики это уникальный шанс узнать о традициях других народов. А в Татарстане, к слову, живут представители 173 национальностей. Очень вкусно, очень. Всех с праздником! Маргарита Постнова, Айрат Мухамедзянов, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».